Доброе утро всем. Бог любит вас. Бог любит всех. Бог любит. Вы знаете, на этом месте сегодня очень сильное присутствие Бога. Поэтому открывай сердце. Открывай свое сердце. Я верю, что Бог что-то делает особенное. Я наслаждаюсь этим временем. Временем, которое сейчас. Когда Бог, Он такое ощущение, что Он перенастраивает нас. Его небо такое близкое. Аллилуйя, Отец. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за это время, за это присутствие, за эту благодать, которая сегодня излита, за Твою бесконечную любовь, Господь, что сегодня Ты решил показать свою любовь, за то, что Ты сегодня решил явить свою любовь этому миру. Аллилуйя! За то, что Ты отдал своего Сына, чтобы сегодня каждый мог прикоснуться к Твоей любви. Каждый имеет право быть помилованным, быть прощенным, быть искупленным, быть исцеленным, быть оживленным. Господь, я прошу, пусть этот дух жизни, он распространяется. Пусть река, которая несет жизнь, пусть она течет из-под порога храма. Пусть она течет. Мы не хотим, чтобы это был наш закрытый бассейн, где мы купаемся. Бог, пусть эта река выйдет из берегов. Пусть эта река накроет весь город. Пусть эта река течет во все стороны. Во все стороны. О, Иисус, аллилуйя. О, Иисус, аллилуйя. О, Иисус. Мы жаждем Тебя. Мы жаждем Тебя, Иисус. Твоя жизнь, Твоя жизнь, Твоя жизнь. Эта земля нуждается в Твоей любви, в Твоей жизни. Эта земля нуждается в пробуждении. О, эта земля. О, мы говорим, мы притягиваем небо. Мы говорим, дух жизни, приди. Мы говорим, эта земля жаждет Твоего присутствия. Пусть открывается свобода. Господь, 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 Господь. Ты что-то приготовил. Ты что-то приготовил для этой земли. Ты приготовил то, что мы еще не видели. То, что мы еще не слышали. То, что нам даже на ум не приходило. Ты приготовил для верных, для тех, кто любит Тебя, Иисус. О, мы ожидаем то, что Ты приготовил. О, мы ожидаем то, что придет, то, что уже приходит, то, что уже стучится. Твоя жизнь. Все изменится. Я знаю, что все изменится. Я знаю, все изменится. Я знаю, эта земля, эта земля, изменится. Этот народ изменится, потому что небо открывается,
потому что жизнь с небес приходит. Я верю, я знаю, эта земля изменится. О, я верю, я знаю, этот народ преобразится. О, я верю, я знаю, эта земля изменится. О, я верю, я знаю, этот народ преобразится. О, я верю, я знаю, эта земля изменится. О, я верю, я знаю, этот народ преобразится. От Духа Святого, от Духа Святого, от Духа Святого, излияние Духа Святого. Я верю, я знаю, эта земля изменится. Ты веришь? Я верю, я знаю, этот народ преобразится. О, я верю, я знаю, эта земля изменится. О, я верю, я знаю, этот народ преобразится. Излияние Духа Святого. Воу. Излияние Духа Святого. Излияние Духа Святого. Мы говорим. Излияние Духа Святого. Излияние Духа Святого. Излияние Духа Святого грядет на эту землю. Излияние Духа Святого. Излияние Духа Святого. Я верю в излияние. Я верю, что Бог приготовил что этой земле. Иначе бы здесь не было тебя и меня. О, если Бог вложил в твое сердце жажду, это значит, это для чего-то. Это для чего-то. О, Иисус, я предвкушаю. Я предвкушаю эти радикальные покаяния. Эти радикальные чудеса, излияние славы Твоей. О, и я предвкушаю эту тотальную трансформацию. Трансформацию менталитета. Это земля поклонников. Это земля воинов Бога. Gate of heaven. Gate of heaven. Dangaus vartai. Dangaus vartai.
надежды без веры и под гнетом разрухи оголенные кости, без дыхания, без плоти, окруженные смертью, в один миг оживете. Умерщвленные телом, пораженные в духе, без надежды, без веры и под гнетом разрухи, оголенные кости, без дыхания, без плоти, окруженные смертью, в один миг оживете. Я к тебе обращаюсь, я тебя призываю, силой жизни наполнись, Духа Бога вдыхая. Я к тебе обращаюсь, я тебя призываю, силой жизни наполнись, Духа Бога вдыхая. Наполнись силой жизни. От четырех ветров, от четырех сторон дух жизни сойди, дух жизни накрой. От четырех ветров, от четырех сторон дух жизни сойди, дух жизни накрой. Долину мертвых костей, могилы брошенных войск, дух жизни войди, дух жизни накрой. Долину мертвых костей, могилы брошенных войск, дух жизни войди, дух жизни накрой. Дух жизни накрой. Я слышу шум, я слышу звуки, я вижу войско, оно повсюду. Я слышу голос, трубы взывает, идет дух жизни и воскрешает. Я слышу шум, я слышу звуки, я вижу войско, оно повсюду. Я слышу голос, трубы взывает, идет дух жизни и воскрешает. Я слышу шум, я слышу звуки, я вижу войско, оно повсюду. Я слышу голос, трубы взывает, идет дух жизни и воскрешает. Я слышу шум, я слышу звуки, я вижу войско, оно повсюду. Я слышу голос, трубы взывает, идет дух жизни и воскрешает. Дух жизни прими, дух жизни накрой, дух жизни души собой покрой. Дух жизни приди, дух жизни накрой, дух жизни души собой покрой.
Церковь, мы не просто поем, мы не просто говорим слова. Мы исполняем то поручение, которое Бог нам дал. Мы берем ключи и открываем то, что Бог сказал. Сказал: я даю вам ключи царства. Что свяжете на земле, то будет развязано, то будет связано. Что развяжете, то будет развязано. Я знаю, что Дух жизни воскрешает сейчас. Я знаю, что сила воскресения изливается на эту землю. Я знаю, Иисус, Ты есть воскресение и жизнь. Ты есть свобода, Иисус, Ты воскресение и жизнь. Ты свобода, Иисус, Ты воскресение и жизнь. Ты моя свобода. Иисус, 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 Ты сила моя, Ты сила моя. Иисус, 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 Ты сила моя, Ты жизнь моя. Иисус, Иисус, Ты сила моя, Ты жизнь моя. Иисус, 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 сила моя, Ты жизнь моя. Дух Святой, дыши на это место. Дыши. Дыши. Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Все оживает. Ты Дух, который оживляет несуществующее, называющий как существующее. То, что было мертвым, становится живым. Мы говорим жизнь. Мы говорим жизнь. Мы говорим жизнь на это место. Жизнь. 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 О, пусть это открывается. Жизнь. Жизнь. О, цикина, нара, марасия, лока, я си. О, шейк, мария, сей, кома, я сея. О, ларадия, со. Жизнь, Ты свобода, Ты воскресение. Иисус, Ты приносишь жизнь в жизни людей на эту землю настоящую. Šiandien maldoj vėl ir vėl visa gyva, tik tavyje visa tikra, tavo artumė ir aš keliuos.
Dievas. Šiandien maldoj vėl ir vėl visa gyva, tik tavyje visa tikra, tavo artume ir aš keliuos. Šiandien maldoj vėl ir vėl visa gyva, tik tavyje visa tikra, tavo artume ir aš keliuos. Šiandien maldoj vėl ir vėl, nes tiek žodžių neišsakytų tau, tiek giesmių neišgiedotų tau, tiek kelių nenueitų su tavim. Nes tiek žodžių neišsakytų tau, tiek giesmių neišgiedotų tau, tiek kelių nenueitų su tavim. Nes tiek žodžių neišsakytų tau, tiek giesmių neišgiedotų tau, tiek kelių nenueitų su tavim. Nes tiek žodžių neišsakytų tau, tiek giesmių neišgiedotų tau, tiek kelių nenueitų su tavim. Nes tu mano kelias, mano gyvenimas, mano tiesa, tu mano meilė, mano draugas, mano šviesa, tu mano svajonė, mano šaltinis, visa tavyje, tu mano Dievas, mano karalius, aš myliu tave, aš myliu tave, aš myliu tave, aš myliu tave. Есть реальность, только в тебе оживает, все только в тебе поднимаюсь, в молитве я вновь и вновь. Есть реальность, только в тебе оживает, все только в тебе поднимаюсь, в молитве я вновь и вновь. Есть реальность, только в тебе оживает, все только в тебе поднимаюсь, в молитве я вновь и вновь. Есть реальность, только в тебе оживает, все только в тебе поднимаюсь, в молитве я вновь и вновь. Еще столько не сказано слов и столько не спето псалмов и столько пройти мне с тобой. Еще столько не сказано слов и столько не спето псалмов и столько пройти мне с тобой. Еще столько не сказано слов и столько не спето псалмов и столько пройти мне с тобой. Еще столько не сказано слов и столько не спето псалмов и столько пройти мне с тобой. Ты моя истина, ты мой путь и жизнь моя, ты моя любовь, ты мой друг, моя скала, ты мечта, ты мой источник, есть все в тебе, ты мой Бог, и ты мой царь, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Иисус, я поклоняюсь Тебе, я славлю Тебя, я жажду Тебя, Иисус. Ты один достоин всей славы, Ты один достоин всей славы, Иисус, 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 Иисус.
лишь мгновение, и я увижу тебя на престоле. Пройдет лишь мгновение, и я навеки останусь с тобой. Пройдет лишь мгновение, и я увижу тебя на престоле. Пройдет лишь мгновение, и я навеки останусь с тобой. Высочами того солнца, Господи! Высочами того солнца! И разлетейся на светите солнца! Осветите тебя! Светите Я хочу солнца! видеть тебя, Бог. Вся земля будет восхвалять тебя, Бог. Ты царскию стал, Господи! Вся хвала Ты тебе, царскию! Иисус. Вся Ты хвала, царь вся слава твоя, Бог. А таков дар Божий есть тьму! А таков дар Божий жжётью! У меня еще мало слов, еще мало хвалы к тебе, Бог. Свят мощнейший Отец! Поднимайся, Славится во Господи! Мощниче восхваляй Господа своего, восхваляй Его, хвали Его, Нет устав! не останавливайся, Нету слов! прославлять Его, Нету хвалить слов! Его, не останавливайся. Славится имя Христокита! Давиды, не останавливайтесь, Давиды, поднимайтесь, И твердо словес! тебе И вся твердо хвала, Кирилл! Он достоин всей хвалы, всей хвалы и славы. Он Аллилуйя! Аллилуйя! Dieve tau šlovė. Вся хвала тебе, Бог. Tu vienas vertas būti išaukštintas Лишь šitoje ты vietoje. один достоин быть возвышенным на этом месте. Čia ne apie mane, čia apie tave, Dieve. Здесь ничего нету о нас, ничего нету обо мне. Это все о тебе, Бог, все о тебе. Tu, Dieve. Ты один. Tu. Tau šlovė. Тебе вся хвала. Te būna išaukštintas tavo vardas šitoje Да vietoje. будет возвышено имя Твое на этом месте. Tik tavo vardas, Dieve. Лишь Твое имя, Бог, лишь Твое, Tik tavo vardas. лишь Твое имя. Mes keliame savo balsus į tave, Dieve. Мы поднимаем свои голоса к Тебе, Бог. Mes keliame savo rankas į tave. Мы поднимаем свои руки к Тебе, Бог. Tam, kad tu būtum išaukštintas. Ибо Ты был бы восхвален на этом месте. Kad visa šlovė būtų tau atiduota. Чтобы вся хвала принадлежала бы Тебе, Бог. И Ты достоин ее. Šlovė. Хвала Тебе. Tau šlovė. Хвала Тебе, Бог. Да будет возвышено имя Да Твое. будет, да будет, да будет, да будет, да будет Возвышено имя Твое. Иисус. Tebūnė išaukštintas tavo Да vardas. будет, да будет Возвышено имя имя Твое. Твое. Иисус. Yes, God. Да будет, да будет, да будет. Возвышено имя Твое. Да будет, да будет, Возвышено имя Твое. да будет Возвышено имя Твое. да будет. Ты прекрасный Бог, Ты великий Бог. Вся хвала воздается Тебе. Прекрасный Бог, прекрасный Бог, великий, могущественный, в силе и славе,
Воздаются голоса из этой земли. Мы видим Тебя, Бог. Мы видим Тебя, Бог. Мы видим открытое небо. Да будет возвышен Твое. Да будет возвышен имя Твое. Великий Бог, милость Его изливается, слава Его изливается, милость на эту землю. Царь царей, зовут Его, милость Его, милость Его, милость Его покрывает каждого. Благость Его, она приблизилась, она покрывает. Любящий Бог, Милитесь Dievas, любящий Бог, mylintis Dievas, поток Его любви, mylintis Dievas, поток Его славы, jo meilės они srautai, достигают jo церковь, meilės upės pasiekia žemę, они достигают церковь. jie pasiekia Его bažnyčią, любовь достигает сердец. jo meilė pasiekia širdis, Его любовь достигает сердец. jo meilė pasiekia Бог, širdis. как Ты велик, Dieve, как koks tu Ты didis, велик, koks didis как yra Ты mūsų велик, viešpats, Бог, koks как Ты didis, велик. koks jis yra Лишь didis. Ты один достоин. Tu vienas Лишь vertas viso Ты gyriaus. можешь так любить. Лишь Ты можешь так раздавать себя. Лишь Ты можешь так поднимать. Лишь Ты можешь так приближаться. Лишь Ты можешь так отдавать себя вновь и вновь. Великая любовь, великая любовь, великая любовь Бога. Ты достоин. Аллилуйя. Церковь, Ты достойна. Bažnyčia, tu verta. Ты достойна. Ты Tu verta. достойна. Tu Ты verta jo достойна meilės. царя. Tu Ты verta достойна. savo Ты karaliaus. достойна Tu verta. царства. Ты Tu достойна. verta Достойна jo всей karalystės. любви Его. Jo Всей meilės. любви Tu Его. verta. Достойна Tu verta. всей любви Tu Его. verta. Tu tam skirta. Tu tam Достойна. skirta. Он любит Tu tam тебя. skirta. Он Tu любит tam тебя. skirta. Он Tu tam любит skirta. тебя. Tu skirta jo meilės išsiliejimui. Tu skirta. Tu skirta. Halleluja. Tu skirta tam. Tu Halleluja. pagimdyta tam. Tu egzistuoji tam, kad priimtum jo meilę į save, kad suvalgytum ją iki paskutinio kąsnio, kad sugertum ją iki paskutinio lašo. О, Ты достойна. Halleluja. Церковь, Ты Halleluja. достойна. Ты Halleluja. достойна вкушать Его. Halleluja. Ты достойна любви Его. Ты Halleluja. достойна. Ты достойна иметь все царство. Ты достойна иметь все ключи. Ты достойна иметь все сокровища. Ты Tu verta достойна иметь valdyti visus raktus, turėti visus turtus. все Tau tai сокровища, palikta, всю любовь, tau tai все atiduota. откровения, все излияние. Viskas yra Ты tavo, достойна. visi apreiškimai. Ты достойна. Halleluja. 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 Yes. Halleluja. 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 Amen. Pabandykim kažkaip perteikėti kitą dalį. Попробуем как-то перейти в другую часть. Realiai iš tiesų labai daug dar neišdainuotų dainų, neišsakytų žodžių, nepraeitų kelių. Patys kalti. Еще много Užviniojat. не спетых песен, не сказанных слов. Halleluja.
Ir turbūt nereikia būti dideliu pranašu, kad suprastum, ką aš šiandien pamokslausiu. И, наверное, не надо быть большим пророком, чтобы понять, что я буду сегодня проповедовать. Nes tik vienas žodis skamba dvasia. Потому что только одно слово звучит в духе. Ir tai yra Dievo karalystė. Это Царство Божье. Žinot, aš kaip prisijungiu prie Sašos, aš iš tiesų džiaugiuosi šituo nauju laiku. Я радуюсь, необыкновенно радуюсь этому времени. Я присоединяюсь к Александру. Būtent tuo nauju laiku, Этому новому времени, kuris yra prieš dar naują laiką. который также перед новым временем. Amen. Амен. Ar tu žinai, kad naujas laikas ateina? Знаешь ли ты, что приходит новое время? Ne šitas naujas laikas, kuriame esame. Не то новое время, в котором мы сейчас находимся. Ateina dar naujas laikas. Приходит еще новое время. Ateina visiškai kitas bažnyčios modelis. И приходит совершенно другая модель церкви. Polki Deivisas kalbėjo apie tai Manheime. И Полки Дэвис, он говорил в Манхайме об этом. Jis ten tik užsiminė. Он там только упомянул это. Jis pasakė, kad jeigu bažnyčia eis senais metodais, Он сказал, что если церковь будет двигаться старыми методами, tai dar 100 metų ir jinai tebe bus toj pačioj vietoj. то она еще 100 лет будет на том же месте. Todėl realiai Dievas nori padaryti kažką naujo šitoj žemėje. Поэтому реально Бог хочет что-то делать новое на этой земле. Bet šiandien mes esame tame nauja laike, kuris yra dar prieš tą laiką. Но сегодня мы в том новом времени, которое еще перед этим временем. Ir aš žinau, kad šitas savaitgalis yra skirtas tam tikriems dalykams suprasti, tam tikriems paaiškinimams ateiti. И этот уикенд, он предназначен для того, чтобы понять и войти в какие-то новые вещи. Suprasti juos, kad ateitų aiškumas. Чтобы понять их, чтобы пришла ясность. Ir aš noriu pasidalinti su kai kuriais supratimais, kuriuos man Dievas davė. И хочу поделиться некоторыми пониманиями, которые Бог мне дал. Žinot, mes praėjom labai daug naujų laikų per šitos 5 metus. Мы прошли очень много времен за эти 5 лет. Naujų laikų. Новых времен, да. Kai kuriems jau žodis naujas tapo alergija. И некоторым даже на слово «новое» уже аллергия развивается. Ir kiekvienas tas naujas laikas, jis buvo įspūdingas. И каждое это новое время, оно было очень впечатляющим. Man tai buvo patys turbūt brandžiausi ir stipriausi mano krikščionybės metai šitie. Этот год, он был, наверное, самым таким сильным, самым зрелым годом. Šitie 5 metai šitoj bažnyčiai. Эти 5 лет вот в этой церкви. Aš tai sakyčiau tokios sąmoningos krikščionybės metai. Это годы сознательного христианства. Ir kiekvienas etapas jisai buvo iš tiesų sukrečiantis. И каждый этап, он на самом деле был, он просто встряхивающим, таким сотрясающим. Enkauteris, pasišventimas, transformacija, mirtis. Энкаутер, посвящение, трансформация, смерть. Kiekvienas duodavo kažką tais naujo. И каждый он давал что-то новое. Kažkas paliesdavo labiau net fizinį kūną. И что-то касалось даже сильнее, чем физическое тело. Ne, būtent fizinį kūną paliesdavo. И даже касалось физического тела. Keitėsi bažnyčia, Менялась церковь, keitėsi pastoriai, менялись пастора, atsirado komandos. появились команды. Kai kurie dalykai labiau paliesdavo sielą, jausmus. Некоторые вещи больше касались души, чувств. Krito kažkokios proto tvirtovės. Какие-то упали твердыни разума. Iš tiesų stulbinantis nauji prieškimai. Просто очень мощнейшие новые откровения. Kažkokie laikai labiau lietė dvasinę sferą. Какие-то времена они меняли больше духовную сферу. Iš tiesų atėjo prasiveržimas į dvasinę sferą. И на самом деле пришел прорыв в духовную сферу. Prasidėjo regėjimai, transai, angelai, aplankymai. Начались видения, трансы, ангелы, посещения. Ir štai atėjo naujas laikas. И вот пришло новое время. Ir kaip bebūtų keista, И как бы ни было странно, tu bandai pritaikyti senas jau tau įprastas formulės. ты пытаешься притянуть старые уже знакомые формулы для тебя. Ir atras, kas čia dabar naujo sukrenčiančio šitam laike. И найти, что такого нового и крутого в этом времени. Ir nieko nėra. И ничего нет. Žodis tas pats. Слово то же самое. Nu, man smegenim nieko naujo. Но для разума твоего ничего нового.
Vaizdas tas pats. То, что мы видим, то же самое видим. Dvasio irgi liktais kažkokiu tokiu ypatingu pasireiškimu naujų neteina. И каких-то духовных проявлений новых тоже не видим. Dieve, kas per laikas? Бог, что за время? Bet širdis tai atpažįsta, kad tai nauja. Но сердце-то, оно узнает, что это новое. Ir kažkokiu pokyčiu tai reikalauja. И оно требует этих изменений. Ir aš žinau, kad dalis žmonių И я знаю, что некоторая часть людей nesulaukia kažkokiu tais apčiopiamų pokyčių. не дождавшись каких-то ощутимых ощущений, Jie patys keičia. они сами меняют. Jie eina į naują bažnyčią. Они идут в новую церковь, Vėl prasideda tas pats ratas. и начинается тот же самый круг. Kai kas užsiema savo reikalais, Кто-то начинает заниматься своими делами, o kažkas vis dėlto meldžiasi ir šaukia, Dieve, parodyk šito laiko veidą. а кто-то взывает Бога, говорит: Бог, покажи лицо этого нового времени. Ir aš žinau, kad Dievas man parodė vieną dalyką. И я знаю, Бог мне показал одну вещь. Jis pasakė, neieškok naujo kažkur tais išorėje. Он сказал: не ищи нового где-то на стороне. Neieškok naujo kažko tais apčiopiamo. Не ищи нового чего-то такого ощутимого. Nauja yra tavo širdies reakcija. Новое – это реакция твоего сердца. Kai tu girdi senus dalykus, Когда ты слышишь старые вещи, kai tu girdi tau žinomus dalykus, когда ты слышишь уже известные для тебя вещи, ar naujai reaguoja tavo širdis? по-новому ли реагирует твое сердце? Štai čia yra naujo laiko požymis. Вот это является признаком нового времени. Visa tai, Все это, į ką tavo širdis reaguoja po senoviai, на что сердце твое реагирует по-старому, yra pakaitalas. это подмена Kopija ir Kopija. niekas daugiau. и ничего другого. Tik tai tavo nauja reakcija Только твоя новая реакция pasako, ar tu naujame laikė ar ne. показывает, говорит, в новом ли ты времени. Todėl prieš tai buvęs laikas Поэтому перед этим, которое время было, buvo laikas, kai Dievas labai stipriai dirbo su širdimis. когда Бог очень сильно работал с сердцами, Skambėjo žodis apie širdį. и звучало слово «сердце». Daugelis žmonių liūdį, kad Dievas dirba su širdimi. Многие люди свидетельствовали о том, что Бог работает с Dievas сердцами. ruošia tavo širdį naujom reakcijom. Бог готовил твое сердце к новым реакциям. Taigi, tas žodis, kuris pradėjo ryškėti šitame laike, И это слово, которое оно начало проясняться в этом времени, buvo Evangelija. это Евангелие. Nieko naujo. Ничего нового. Ir daugelis žmonių pasakė. И многие люди сказали: Aš jau 10 metų sakiau, kad reikia apie Evangeliją kalbėti. уже 10 лет мы знаем, что надо про Евангелие говорить. Aš pasakysiu, tu teisus, reikia. Да, ты прав, надо. Bet dabar kalba eina ne apie tai. Но сейчас разговор идет не об этом. Kalba eina apie visiškai kitokią Evangeliją. Речь идет о совершенно другом Евангелии. Ir žinot, kai atėjo tas žodis nauja Evangelija, И когда это слово пришло, новое Евангелие, yra va tokių knisliukų kaip aš, kurie lygiai taip pat pasakė, o kas joje naujo. есть такие вот, которые копаться любят, и они говорят: ну что в ней нового? Žinot, aš padariau reviziją tą Evangeliją, kuris skamba šito laiku. И я сделала ревизию этого Евангелия, которое звучит в это время. Žinot, ir aš pasakysiu, nieko naujo joje nėra. И я вам скажу, что ничего нового в ней нету. Iš tiesų mes esam palaiminti, kad mes savo laiku girdėjom labai pilną Evangeliją. И я скажу, мы очень благословенны, то, что в свое время мы слышали очень полное Евангелие. Ji iš tiesų buvo pilna. И на самом деле оно было полным. Ir šiandien man ne naujiena, И сегодня для меня не новость, nei angelų aplankymai, ни посещение ангелов, nei sunystė, ни сыновство, nei karalystė. ни царство. Jau nekalbant apie tokius dalykus kaip išgelbinimai, išlaisvinimai, išgydymai. Я даже не говорю о таких вещах, как о спасении, освобождении, исцелении. Ir vėl man kilo klausimas, tai kasgi naujo. И тогда у меня встал вопрос: так что же нового? Ir Dievas pasakė lygiai tą patį. И Бог сказал то же самое. Tavo širdies reakcija. Это реакция твоего сердца.
ką šiandien tu girdi toje Evangelijoje? Что сегодня ты слышишь в этом Евангелии? Taip, tai tu girdėjai prieš 20 metų. Да, Bet ты слышал это 20 лет назад, может быть. bet tada tu girdėjai vienus dalykus. Но тогда ты слышал одни вещи. Tave lietė vieni dalykai. Тебя касались одни вещи. Akcentai tau susistatė vienaip. Акценты составлялись по одному образу. Klausimas, į ką reaguoji šiandien tu? Вопрос, на что реагируешь ты сегодня? Ir aš žinau, už tai raštas sako, И Писание говорит, du sėdės. два будут сидеть. Vienas bus paimtas, kitas ne. Один будет взять, другой нет. Tu pasakyk, šiandien du tau kalba. Ты скажи, сегодня два тебе говорят. Vieną tu girdi, o kito ne. Одного ты слышишь, а другого нет. Nors abu du kalba tą patį. Хотя оба говорят то же самое. Širdis išduoda. Потому что сердце выдает. Nes žmonės kalba iš skirtingų širdžių. Потому что люди говорят из разных сердец. Todėl, kad vienas pagavo tą naują ir kalba tuos pačius dalykus iš naujo, Потому что один поймал это новое и говорит эти самые вещи по-новому, o kitas ne. а другой нет. Ir jis iš tiesų kalba seną. И он на самом деле говорит старое. Dar daugiau, tu gali pagauti pats save. Более того, ты можешь поймать сам себя. Aš pati darau du veiksmus. Я сама делаю два действия. Ir vienas yra taip ir amen. И одно это «да» и «аминь». Patepta. Помазано. Ir tą patį veiksmą kitoje vietoje Dievas sustabdo ir savo, ką tu čia darai. И то же самое действие в другом месте, и Бог говорит, что ты делаешь. Tai imitacija. Это имитация. Tu ką čia vaidini? Что ты тут изображаешь? Ir tu sakai, Dieve, dar vakar tai buvo gyva. Ты говоришь, Бог, еще вчера это было живо. Bet toj situacijai buvo gyva. Но в той ситуации это Tai было lietė живо. tą dalyką, kas tau gyva. Это касалось той вещи, которая для тебя жива. O šitame tu dar nieko naujo neturi. А в этом ты еще ничего нового не имеешь. Ir todėl šita tavo reakcija absoliučiai neteisinga. Поэтому твоя эта реакция совершенно неправильная. Todėl vakar, kas buvo pasišventimas, Поэтому вчера то, что было посвящение, šiandien yra absoliučiai religinė veikla. сегодня это уже религиозная активность. Aš tau pasakysiu, du gali stovėti ir melstis. Я могу тебе сказать, что два могут стоять молиться. Ir vienas yra realiam užtarime. Ковенос. Realiam užtarime. Один находится в реальном ходатайстве, O kitas tik prisiminė senus laikus, а другой только вспомнил старые времена, kaip jis tame judėjo. как он в этом двигался. Ir šiandien tavo širdis pasako, И сегодня твое сердце показывает, ar tu gali užtart, можешь ли ты ходатайствовать, ar eik pas Dievą ir prašyk naujų dalykų. идти ли к Богу и просить новые вещи. Žinot, visai neseniai aš turėjau labai stiprią asmeninę maldą. Совсем недавно я имела очень сильную личную молитву. Ir ten atėjo tokie žodžiai. И там пришли такие слова. Realiai, aš su ašarom akise šaukiau Dievui. Я реально со слезами на глазах, я взывала к Богу. Aš sakiau, Dieve, tik nenusipurtik dulkių nuo savo kojų. Я сказала, Бог, только не отряси пыль со своих ног. Buvo reali malda. Была реальная молитва. Ir aš tokį kritau truputį šoką. И я впала в такой как бы шок. Nu, su kuo tai susiję? С чем это связано? Ir staiga man atėjo. И вдруг мне это пришло. Evangelija skamba. Звучит Евангелие. Ir Dievas savo mokiniams sakė, И Бог своим ученикам говорил, kad kai jūs skelbsite Evangeliją, когда вы будете говорить Евангелие, jeigu tie namai jūsų nepriims, если этот дом не примет вас, išeikite ir nusipurtikite dulkes nuo savo kojų. то выйдите из него и отрясите пыль с ваших ног. Ir eikite į kitus namus. И идите в другой дом. Aš pasakysiu šiandien realiai. Я скажу сегодня реально. Mes esame situacijoje, Мы находимся в ситуации, kai skamba Evangelija. когда звучит Евангелие. Ir nuo to, ar mes priimsim ją naujai, И от того, примем ли мы это по-новому, priklauso, ar Dievas nusipurtis dulkes ir išeis iš šitų namų, зависит, отрясет ли Бог пыль и отойдет от этого дома. ar jis liks tose namuose Или он останется в этом доме ir gyvens kartu. и будет жить вместе. Aš tai sakau labai rimtai. Я говорю это очень серьезно. Tai yra mūsų atsakomybė. Это наша ответственность. Pirmiausiai, žinoma, kiekvienas mes nešam atsakomybę už savo asmeninius namus Каждый несет ответственность за этот дом ir už savo asmeninius и namus. за свой личный дом. Bet kaip bažnyčia, Но как церковь mes nešam atsakomybę ir už šitos namus. мы несем ответственность за этот дом. Ir tai yra labai realu. Это очень реально. Nes jeigu tu liksi prie senos Evangelijos, Потому что если ты останешься со старым Евангелием,
tu liksi be nieko. ты останешься без ничего. Dievas tiesiog nusipurtis dulkes Бог просто отрясет пыль со своих ir ног atras kitus namus. и найдет другой дом. Kai aš ruošiausi šitai temai, Когда я готовилась к этой теме, man Dievas parodė vieną labai unikalų dalyką. Бог мне показал очень уникальную вещь. Tiksliau sakant, atkreipė mano dėmesį labai unikalų dalyką. Он обратил внимание мое на очень уникальную вещь. Taip, šiandien Evangelija skamba Dievo namuose. Да, сегодня звучит Евангелие в Доме Божьем. Tai yra analogija pilna su Jėzaus laikais. Это полная аналогия со временами Иисуса. Jėzus atėjo į savo tautą Иисус пришел в свой народ, ir jis skelbė tenai. и Он проповедовал там, Dievo karalystė prisiartino. что Царство Божье приблизилось. Jis nešė Dievo karalystės evangeliją. Он нес Евангелие Царства Божьего. Šiandien lygiai taip pat И сегодня точно так же skamba būtent karalystės evangelija звучит именно Евангелие Царства. ir skamba būtent Dievo tautoje. И звучит именно в Божьем народе. Pamatyk, ant kiek tai yra svarbu. Увидь, насколько это важно. Atėjo tam tikra laiko pilnatvė. Пришла определенная полнота времени. Todėl tai pradėjo И skambėti. поэтому это начало звучать. Jėzus neatėjo, kol pilnatvė nesuėjo tais Иисус не laikais. пришел, когда полнота времени не пришла в те времена. Tam tikra pilnatvė atėjo ir mum. Определенная полнота времени пришла сегодня для Tu нас. praėjai tam tikrus etapus. Ты прошел определенные этапы. Todėl šiandien Dievo karalystė prisiartino. Поэтому сегодня Царство Божье приблизилось. Jeigu tu atkreipsi dėmesį, Если ты обратишь внимание, tik Jėzus skelbė Dievo karalystės evangeliją. только Иисус провозглашал Евангелие Царства Божьего. Pauliusgi skelbė Павел же провозглашал Dievo evangeliją, Божье Евангелие. Kristaus evangeliją, Евангелие Христа. išgelbėjimo evangeliją, Евангелие спасения. taikos evangeliją, Евангелие примирения. ramybės evangeliją. Евангелие мира. Tai buvo ta evangelija, kuris skambėjo pagonyse. Это то Евангелие, которое звучало для язычников. Tai jiems reikėjo pasakyti, kad Dievas yra, Это им надо было сказать, что Бог есть, kad Kristus yra jo sūnus, что Христос — это Сын Божий, kad yra išgelbėjimas, что есть спасение, kad yra sutaikinimas su что есть Dievu, примирение с Богом, kad Dievas gali išlieti ramybę. что Бог может излить мир Божий. Dievo tauta visą tai žino. Божий народ все это знает. Jai to skelbti nereikia. И им это говорить не нужно. Ta žodis, kuris skamba šiandien Dievo tautoje, То слово, которое сегодня звучит в народе Бога, Jėzus atėjo pas savuosius, что Иисус пришел к своим, kad pasakytų, jog Dievo karalystė prisiartino. чтобы сказать, что Царство Божье приблизилось. Ir jau savieji atmes ar neatmes. Štai klausimas, И kuris уже šiandien kabo. вопрос, который сегодня звучит, примут они или не примут. Aš noriu parodyti dar vieną dalyką, vietą, kurią būtent vakar man parodė Dievas. Хочу еще одно место показать, которое именно вчера мне Бог показал. Tai bus Mato Evangelija 13 skyrius. Это Евангелие от Матфея, 13 глава. Какой стих? 18. 18. 13-18. Aš pasakysiu, kad šiandien Я скажу, что сегодня tu daugelį rašto vietų, jeigu ne visą raštą, ты многие места Писания, если даже не все Писание, pradėsi matyti visai kitomis akimis. ты начнешь видеть совершенно другими глазами. Tu pamatysi, kad Dievas tau pradės rodyti tas pačias rašto vietas, Ты увидишь, что Бог тебе будет показывать те же самые места Писания, bet jos jau tau kalbės visai ką kitą. но они будут говорить тебе что-то другое. Ir klasikinė rašto vieta, И классическое местописание, palyginimas apie sėjėją, притча о сеятеле, apie dirvas. о почвах. Nu, prisimena turbūt visi, aš neskaitysiu tos rašto Вы vietos. помните это место, наверное, я не буду читать его, Kad vieni grūdai krito palei kelią, что одно семя упало при дороге, kiti palei uolą,
другие на каменистую почву упало, dar kiti erškiečius. другие на там, где много сорняков. Ir aš ateinu prie to, kur jau Jėzus aiškina visą tai. И я уже подхожу к тому, где Иисус объясняет это все. Ir jisai sako, pas kiekvieną, kuris girdi karalystės žodį ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Он говорит, что каждый, кто слышит весть о царстве и не понимает ее, к нему приходит дьявол и крадет то, что было посеяно в сердце. Ir žinot, aš galvoju, kad pirma va šita va dirva И я думаю, что вот эта первая почва, manęs kaip ir neliečia. оно как бы меня и не касается. Nes nugi aš tai priėmiau Evangeliją. Но я же приняла Евангелие. Nu, aš 25 metai jau kaip ją Но я priėmiau. уже 25 лет как приняла. Čia yra apie tuos, kurie atmeta. Это уже про тех, которые не принимают, отбрасывают. Ir staiga man Dievas parodo vieną žodį. И вдруг Бог показывает одно слово. Jeigu tu nesupranti, Если ты не понимаешь, jei tu nesupranti šito naujo laiko, если ты не понимаешь этого нового времени, rytų būsi apvoktas. то ты тоже будешь обкраден. Ateis ir išplėšta iš tavęs. То дьявол придет и украдет это из твоего сердца. Keletų vietų aukščiau, keletą eilučių aukščiau Несколько строчек выше yra Jėzus paima Izaijo netgi pranašystę. Иисус берет пророчество Исаии. Ir ten sako, kad natūralu, kad kai skamba Evangelija, visada atsiranda tokių žmonių, kuriems tinka tai, ką Izaijas sakė. Естественно, что когда звучит Евангелие, сразу появляется группа людей, которым подходит то, что сказал Исаия. Čia 15 eilutė. Это 15 стих. Sako, jie prastai girdėjo ausimis, užmerkė akis, kad ten pamatytų akimis, neišgirstų ausimis ir nesuprastų širdimi. Сердце этого народа ожесточилось, они с трудом слышат ушами и глазами, уши и глаза свои они закрыли, чтобы не увидеть глазами, не услышать ушами, не понять сердцем и не обратиться, чтобы я их исцелил. Būtent nesupranta. Именно не понять, Nesupranta širdim. не понимают сердцем. Aš pasakysiu, šiandien daugelis krikščionių yra labai paviršutiniški. Я скажу, что сегодня многие христиане поверхностные. Tugi svarbu gaut. Ну так же важно получить. Tėvas geras. Так же Бог хороший. Jis viską duos. Он все даст. Viską atleis. Он все простит. Šiandien mes daugiau savo pastangas dedam, kad gautume. Сегодня мы больше прикладываем старания, чтобы получить. Aš tau pasakysiu, pradėk dėti pastangas, kad suprastum. Но ты начни прилагать усилия, чтобы понять, Širdimi pagautum. чтобы ты сердцем поймал, Suprastum, apie ką eina kalba. чтобы ты понял, о чем идет речь, Apie ką yra kalbama о чем говорят bažnyčiose. в церквях, Nes tai kalba pranašai visam pasaulyje. потому что об этом говорят пророки во всем мире. Ir tai yra labai svarbu. И это очень важно. Realiai. Aš visada galvoju, kad reikia būdėti prie tų kitų dirvų. Я всегда думала, что надо бодрствовать у других этих почв. Svarbu, kad nebūt paviršutiniškam. Главное, чтобы не быть поверхностным, Kad pasaulio rūpešiai neužgoštų. чтобы заботы этого мира тебя не заглушили. Aš sakysiu, didelė dauguma iki to net nedaeis. Я вам скажу, что большинство даже не дойдет до этого. Jie užstriks ties širdim. Они остановятся на уровне сердца. Nesupranti, šiandien labai greitai galima pasakyti. Сегодня очень быстро можно сказать, Naujo laiko požymis tai Dievo karalystės evangelija. что признак нового времени – это Евангелие Царства. Kas yra tavo širdį? А что в твоем сердце? Ką šiandien girdi tavo širdis? Что сегодня слышит твое сердце? Ką tau reiškia Dievo karalystė prisiartino? Что для тебя значит, что Царство Божье приблизилось? Kokias tokias paslaptis mums duota suprasti, Какие такие тайны нам даны понять, o kitiems ne? а другим нет? Į ką tokio neįsikirto Jėzaus amžininkai? Во что такое не могли врубиться во времена Иисуса, его современники? Žinot,
Aš noriu dabar šiek tiek daugiau pakalbėti apie Dievo karalystę. Сейчас я хочу немножко больше поговорить о Царстве Божьем. Aš žinau, kad kiekvienas gauna tam tikrą savo supratimą. Я знаю, что каждый получает определенное свое понимание. Bet mes čia ir esam tam, kad suneštume visą tai. Но мы здесь для того, чтобы принести все это. Leiskite ir man atnešti kai ką aš gavau. Позвольте и мне принести что-то, что я получила. Taip jau gavosi, Так уже получилось. kad Dievo karalystės klausimas man iškilo maždaug apie naujus metus. Что вопрос Царства Божия, он уже перед Новым годом встал передо мной. Ir visai ne dėl to, kad aš ten kažkokia labai dvasinga ir pranašiškai numačiau ateinančius laikus. И совсем не из-за того, что я какая-то очень духовная и пророчески вижу подходящее время. Tiesiog man labai prireikė to, kas yra pridedama. Просто мне очень нужно было то, что приложено к Царству. Nu ir kadangi, kaip sakant, vienintelė galimybė tai gauti yra ieškoti Dievo karalystės, И поскольку единственная возможность это получить, это искать Царство Божьего, nu aš pasakiau, Dieve gerai. я сказала Бог, хорошо. Aš sakau, tau iš karto pasakau. Я говорю сразу тебе, Iki Dievo karalystės man 100 metų. что мне 100 лет до Царства Божьего. Manęs tai nedomina, Меня это не интересует. bet man labai reikia to, kas yra pridedama. Но мне очень-очень нужно то, что приложено. Nes jau man tie rūpeščiai va čia sėdi. Потому что мне уже эти заботы вот здесь стоят. Nu, aš taip su Dievu kalbu. Но это я так с Богом разговаривал. Ir aš prašiau, Dieve, vesk mane. И я сказала, Бог, веди меня. Nu, jeigu tu sakei atrasti, Но если ты говоришь найти, tai tu bent jau parodyk, ko man ieškoti. то ты, по крайней мере, покажи мне, чего искать. Nes ieškoti to, ko nežinai, tai net neįmanoma. Что искать того, чего не знаешь, это даже невозможно. Ir pirmas dalykas, aišku, kuris man iškilo, И первая вещь, которая мне встала, klasikinė vieta. это классическое место. Dievo karalystė yra kas? Царство Божье – это Teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. праведность, мир и радость в Духе Святом. Aš iš to pačio molio. И я с той же самой глины. Taigi, aš vieną dalyką, ką aš supratau, И одна вещь, которую я поняла, aš supratau, kad tai vienas iš kito išplaukiantis dalykai. что это одно из другого вытекающие вещи. Neturėdamas teisumo, tu neturėsi ramybės. Не имея праведности, ты не будешь иметь мира. Neturėdamas ramybės, aišku, jokio džiaugsmo tu irgi А не neturėsi. имея мира, естественно, никакой радости ты не будешь испытывать. Taigi aš pradėjau iš eilės. И я начала по очереди. Ties teisumo aš pliusą uždėjau labai greitai. И я очень быстро построила плюс возле праведности. Aš pasakysiu, tai aš uždėjau. Это я поставила. Todėl, kad mano karta Потому что мое поколение gali būti dėkingi tiems mokytojams, kuriuos mes turėjom, может быть благодарно тем учителям, которых мы имели, kurie mums sudėjo realiai tvirtus teisumo pamatus. которые вложили нам, реально очень твердый фундамент праведности. Realiai tik ant to pamato mes išstovėjom per visas tas audras. И только из-за этого основания мы выстояли через все бури, которые были в нашей жизни. Bet aš žinau, kad daugelis jaunų žmonių, Но я знаю, что многие молодые люди, ir čia yra vargas mūsų mokytojams, и это горе нам учителям, šiandien tų pamatų neturi. они не имеют этих оснований. Aš pasakysiu, teisumas Я скажу, что праведность tai yra tavo legali pozicija Dievo akivaizdoje. – это твоя легальная позиция в присутствии Бога. Ir tai absoliučiai nesusiję su tavim, manim ir panašiai. И это абсолютно не связано с тобой или мной. Mes turim Dievo teisumą, Мы имеем Божью праведность, duotą mums per Jėzų auką. которая дана нам через жертву Христа. Ir visai nesvarbu, ką aš dariau, И не важно, что я делала, kaip aš dariau, как я делала, kiek aš meldžiau, сколько я молилась, ant kiek gera ar bloga buvau, насколько я была хорошая или плохая. aš galiu drąsiai ateiti Dievo akivaizdą. Я могу смело войти в присутствие Божье. Ir tai yra teisumas. И это есть праведность. Jeigu tau bent koksai prabėga šešėlis ar aš vertas, Если у тебя хоть сколько проходит тень, достоин ли я, turi problemą su teisumu. то у тебя проблема с праведностью. Realiai. Реально. Taigi, tai yra tavo namų darbai. Так вот, это твоя домашняя работа.
tu tikrinkis, kas pas tave, kur ten pliusai. Проверяй, где у тебя эти плюсы стоят, не стоят. Nes gal pas tave pliusas ties ramybė labai greitai užsidės. Может быть, у тебя быстро плюс возле мира встанет. O aš va ties ramybė pastrigau gerokai. Но я возле мира, то есть покоя Божьего, очень долго застряла. Pirmiausia, aš sakiau, Dieve, aplamai, aš va į šitą visą knaisiojimąsi, Бог, прежде всего, сказала, что я прежде всего насчет этого всего изучения, aš atėjau vien dėl to, я пришла к этому только из-за того, kad man neramu dėl viso to, kas turi būti pridėta. что мне очень неспокойно насчет того, что должно быть приложено. Tai dabar kaip gaunasi? Так как тут получается? Jeigu aš gausiu ramybę, tai man bus pridėta. Если я получу мир, то мне будет приложено. Bet jeigu man būtų pridėta, tai aš ir taip to neieškočiau, nes aš turėčiau tą Но если ramybę. бы мне это было приложено, то я бы этого не искала бы то автоматически. Nu, toks užburtas И ratas. это какой-то замкнутый круг получается. Ir aišku, čia aš pamatau, И я увидела, kad ramybė vis dėlto, что мир все-таки, jis nesiremia į šito pasaulio dalykus. он не опирается на вещи этого мира. Ramybė remiasi į šventąją dvasią. Мир опирается на Духа Святого. Jis aplamai su šituo pasauliu neturi nieko bendra. И этот мир, он не имеет ничего общего с этим миром. Jėzus yra ramybės kunigaikštis. Иисус является князем мира. O atėjęs į šitą žemę, sako, aš neramybę jums atnešiu. А придя на эту землю, он сказал, не мир пришел я вам принести, Aš kardą jums atnešiu. а меч. Tai kaip čia yra? Так как же тут все это понять? Aš pasakysiu, kad šiaip lietuviai Я могу сказать одно, что литовцы, turi tam, pas mus va, tas vertimas, jis turi tam tikrą tokį filtrą. что у нас этот перевод имеет определенный фильтр. Ir žinot, mums ramybė, Что для нас мир tai tokia kažkokia tais būsena, kada tu nieko nedarai. — это такое состояние, когда ты ничего не делаешь. Na, žodžiu, ilsėkis ramybėje, Ты отдыхай в покое. Ну, в литовцах это выражение имеется в виду, что когда люди умирают, говорят, pakojsies myrą. да, покойся с миром. Aš žinau, kad štai, sakykime, rusų kalboje ar kitose kalbose, anglų В русском kalboje, языке, в других языках, в английском там, и ten daugiau stovi žodis taika. там больше стоит слово «мир». Nu, sutikit, taikos metas į sieną daugiau mažiau susijęs su kažkokiu aktyvumu. Согласитесь, что мирное время, оно связано с определенной активностью. Nes būtent taikos metu kažkas vystosi, statusi, nes kai Потому karas что tai именно в nėra kada мирное ten время kažko что-то užsiimt. происходит, что-то строится, чего не может происходить в военное время. O mumgi ramybė, tai viskas, rankos А nusileidžia, для нас покой — это значит руки опускаются, subinė kažkur padėta и задница ilsisi. куда-то положена. Jo, toks relakso laikas. Именно, да, время релакса. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad šitoj vietoj šiaip jau stovi žodis šalom. И я хочу prежде всего сказать, что в этом месте стоит слово «шалом». Tai yra ieškok šalom. Это «ищи шалом». Kai aš iki to dasiknisau, aš taiga supratau, kad erdvės atsiveria. Oho, kokios. Когда я до этого докопалась, я увидела, что такие просторы открываются. Kad šalom tai yra santykis su Dievu. Шалом — это взаимоотношения с Богом. Tai yra kokius santykius, tavo ramybė ateis iš santykio su Dievu. Твой покой, он придет из взаимоотношений с Богом. Tai yra ta dirva, kurioje reikia dirbti. Это та почва, на которой надо работать. Nes tenai yra ir ramybė, ir taika, Потому что там есть и мир, и покой, ir saugumas, и ir aprūpinimas. безопасность, и обеспечение. Ir visa tai ateina būtent per šventą dvasią iš И Dievo. все это приходит от Бога через Духа Святого. Ir kai tu pastatysi tam tikrus santykius, И когда ты построишь определенные отношения, štai tada ateis tas džiaugsmas, и тогда придет радость, kuris jau yra jėga. которая является сила. Nes džiaugsmas viešpatie yra jėga. Потому что радость в Боге — это сила. Tada tu galėsi, kaip Paulius, sakyti, Тогда Aš ты turiu сможешь jėgą. говорить, как Павел, говорит, я имею силу. ir tai yra džiaugsmas. И это радость. Taigi kažkuria prasme Поэтому в каком-то смысле šita
rašto vieta, jinai davė savo kryptį. Это местописание, оно дало направление. Ir Dievas man davė kitą vietą, И тогда Бог мне дал другое место, kuri mane sukrėtė šiaip jau. которое вообще потрясло меня. Šiaip aš pasakysiu, ką Dievas duoda, visada viską sukrečia. Вообще скажу, что если Бог что-то дает, то это всегда потрясает. Nu, jis turi tokią savybę supurtyti, sujudinti. У него есть такое свойство тебя потрясти, сдвинуть тебя. Ir ta kita rašto vieta buvo iš apreiškimo Jonui. И это другое место было из Откровения Иоанна. Jono 1:5. Иоанна 1:5. Nerandu. Radau. Ir čia pasakyta. Tam, kuris pamilo mus ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes ir padarė iš mūsų karalystę bei kunigus savo Dievui ir Tėvui. Тому, который кровью освободил нас от наших грехов, Он сделал нас царством и священниками своего Бога и Отца. Karalystė ir kunigus. Царством и священниками. Aš pasakysiu, kunigystė tai tas apreiškimas, kuris dar bažnyčios laukia. Священничество – это еще то откровение, которое еще ждет церковь. Mes dar žalio supratimo neturim, kas yra kunigai. Мы еще вообще даже не понимаем, что такое, кто такие священники. Aš sakysiu, tai buvo Dievo planas nuo pat pradžių. И я скажу, что это был Божий план с самого начала. Aš šokė, bet išėjimo knygoje 19:6 parašyta. В книге Исход 19:6 написано. Šiaip tai Dievas tai kalba Mozei. И это Бог говорит Моисею. Tais laikais. Это в те времена. Sako, jūs būsite man kunigų karalystė ir šventa tauta. Но вы будете у меня царством священников, святым народом. Aš suprantu, kad Dievo planas visada susijęs su kunigystė ir karalystė. И я скажу, что Божий план всегда связан со священничеством и с царством. Dvi knygos, pati pradžia Biblijos ir pati pabaiga Biblijos. Две книги в начале Библии и самый конец Библии. Jos kalba tą patį. Они говорят то же самое. Man tai buvo nuostabu. И для меня это было просто прекрасно. Suprantat, mes dažnai karalystę, Мы часто царство, Dievo karalystę, Божье царство, priemam kaip kažkokią terpę. как какое-то пространство, Sridūnė. среду какую-то, Taip ir erdvė, tam tikrą sferą. определенная сфера. Ir mes vis galvojame, И мы думаем, kad jeigu aš pateksiu į tą sferą, если я попаду в эту сферу, tai viskas išsispręs. то все тогда решится. Štai ten bus išgydymai, Там stebuklai, будут ženklai, исцеления, чудеса, ten bus pilnatvė, ten aš Dievą girdėsiu, там будет suprasiu. полнота, я буду слышать Бога, понимать Его. Tai yra man, visas klausimas yra, kaip man ten patekti. И весь вопрос, как мне туда попасть? Gerai, tegul aš suprantu, kad tai nėra fizinė teritorija. Хорошо, я понимаю, что это не физическая территория. Bet visiems tada aš galvoju, kaip patekti į tą atmosferą, kur ta Но все atmosfera равно я braido. думаю, как попасть в эту атмосферу? Gali kažkokią konferenciją nuvažiuoti. Может, мне надо поехать на какую-то конференцию? Štai ten bus atmosfera, ten bus Там Dievo будет buvimas. атмосфера, там будет Божье присутствие. Ir suprantate, ir čia parašyta, И здесь написано, kad Dievas padarė tave ir mane karalystę. что Бог сделал тебя и меня царством. Karalystė esi tu, Царство – это ты. kunigas esi tu, Священник – это ты. aš esu karalystė. Я царство. Jėzus buvo karalystė. Иисус был царство. Už tai Jėzus ir vaikščiojo Поэтому Он и ходил, ir skelbė. и говорил. Dievo karalystė prisiartino. Божье царство приблизилось. Aš atėjau. Я пришел. Reiškia, Dievo karalystė prisiartino. Значит, Божье царство приблизилось. Jeigu aš atėjau pas tave, teisus, pilnas ramybės ir džiaugsmo, Если я пришел к тебе, праведный, полный мира и радости,
tai Dievo karalystė то prisiartino. значит Божье Царство приблизилось. Nes tu kaip formulė apves kliausteliais tos 3 dalykus ir parašyk viršų Dievo karalystė. Ты как формула, возьми это в скобки и сверху напиши «Царство Божье приблизилось». Viskas paprasta. Все очень просто. Aš pasakysiu, laikas, kada tu turi tapti Dievo karalystę. Я скажу, что время, когда ты должен стать Царством Божьим. Apie tai kalba visi. Об этом говорят все. Karalystė turi 2 požymius. Царство имеет 2 признака. Praeitą kartą Alikas apie tai И kalbėjo. в прошлый раз Алик об этом говорил. Karalystė tai yra teritorija ir valdžia. Что царство – это территория и власть. Teritorija reiškia, kas tavyje ten veisėsi. Территория – это значит, кто внутри тебя там живет. Kokios mintis, kokios tautos, Какие мысли, какие народы, kokie požiūriai. какие взгляды. Kiek Dievas ten giliai prasiskverbęs. Насколько глубоко Бог в тебя глубоко вошел. Ir kitas dalykas И yra, другая вещь. kas valdo tą tavo teritoriją. Кто управляет этой твоей территорией? Aš pasakysiu, didžiąją daugumą patys krikščionys save ir valdo. Я скажу, что в большинстве своем христиане сами собой и управляют. Supras, kai Dievas sako karališka kunigystė, Поймите, что Бог говорит царственное священство. tai nereiškia, kad karalius esi tu. Это не значит, что ты царь. Tai reiškia, kad tu karalystė, Это значит, что ты царство, kurioje karalius yra Jėzus. в котором царь – это Иисус. Ir numes save nuo sosto. И сбрось себя с престола. Tai yra tavo transformacijos užduotis. Это задача твоей трансформации. Bet kiek tu nulipęs nuo to sosto, Вот сколько ты слез с этого престола, va tiek tu ir vaikščiojanti karalystė. вот столько ты ходящее царство. Nes mes karalystė. Потому что мы царство. Aišku, antras dalykas, mes ir kunigai. Есть вторая вещь. Мы священники. Supras, kunigas Пойми, что священник tai ne kažkokia pareigybė. – это не какая-то должность. Kunigas tai yra tas žmogus, kuris turi ryšį su dvasiniu pasauliu. Это тот человек, который имеет связь с духовным миром. Kunigai buvo ne tik Dievo. Священники были не только Божьи. Buvo Balo kunigai. Были эти священники Ваала. Žinokit, aš sąmoningai pradedu vartoti žodį kunigas. Я сознательно начинаю применять слово «священник». Aš daugelį žodžių pradedu vartoti absoliučiai sąmoningai. Многие слова я начинаю использовать абсолютно сознательно, Todėl, kad mums reikia gražinti mūsų kalbą normalias reikšmės žodžių. потому что нам нужно вернуть в наш обиход правильный смысл слов, Nes tai yra geri žodžiai. потому что это хорошие слова. Ir tai, kad religija juos subjaurojo ir pavertė kažkuo tais, И если религия их изуродовала и превратила во что-то, tai nereiškia, kad juos reikia išmesti. это не значит, что эти слова надо выбросить, Nes mus pirmus tada reikėjo išmesti. потому что тогда нас первых нужно было выбросить. Bet Dievas mus paėmė, apvalė ir pasakė, jūs tinkami. Но Бог нас очистил, омыл и сказал: вы пригодные. Taigi tu turi ryšį su dvasiniu pasauliu, Так вот, ты имеешь связь с духовным миром, nes tu kunigas. потому что ты священник. Ir dar kitas dalykas, sakė, jis padarė tave kunigu savo tėvui. И он сказал, что он сделал тебя священником своего отца. Reiškia, tu turi ryšį su Dievu. Значит, ты имеешь связь с Богом. Nėra nieko, kas tau užvertų duris. Нету никого, кто мог бы для тебя закрыть двери. Nieko, kas tau sakytų, kad tu negali turėti dvasinių apraiškų. Никто не может сказать, что ты не можешь иметь духовных проявлений. Tu kunigas. Ты священник. Reiškia, tau tai yra prieinama. Значит, для тебя это доступно. Ką tu po to su ta kunigystė darysi? Что ты будешь делать с этим священством после этого? Į kokias pareigas, tarnavimus, dovanas tai išsilies, jau kitas Во klausimas. что это выльется, в какие должности, в какие служения? Это уже другая вещь. Gal aš noriu pasakyti vieną dalyką dar. В конце я хочу сказать еще одну вещь. Kodėl taip svarbu pamatyti va šitam apreiškime save? Почему так важно увидеть в этом откровении себя? Suprast, kad karalystė esi tu. Что понять, что царство – это ты.
Aš žinau, kad galbūt daugelis tokį prieškimą turi, bet man tai yra nauja. Я понимаю, что многие имеют это откровение, но для меня это новое. Jūs žinot, kad neseniai aš buvau Islandijoje. И вы знаете, что недавно я была в Исландии, Šitie metai man yra ypatingi metai. и этот год, он для меня особенный год. Polki Deivisas kalbėjo, И Полки Девис говорил, kad po 49 metų ateina jubiliejiniai metai. что после 49 лет приходит юбилейный год. Tai mano metai. Это мой год. Iš tiesų Dievas man daro neįtikėtinas dovanas. И на самом деле Бог делает необыкновенные подарки для меня. Ir viena iš tų dovanų, aš žinau, buvo kelionė į Islandiją. И одна из таких подарков это было путешествие в Исландию. Žinot, aš labai, kaip pasakyti, ruošiau savo širdį tam. И я очень готовила сердце к этому. Žinot, aš ruošiausi labai rūsčiam Dievui tokiam, kadangi aš prieš tai buvau Prancūzijoje. Я готовила к такому строгому Богу, потому что перед этим я была во Франции. Nu, žinot, ten viskas glamūr, Там все шик, гламур. ten viskas gražu ir taip Tamsiau toliau, ir taip krasiva, toliau. Ir aš tam- sakiau, aš pamačiau va tą gražią, gerąją Dievo pusę. И я увидела там эту красивую, хорошую сторону Бога. Ir štai aš važiuoju į šalį, kur iš tiesų yra atšiauri. И я еду в страну, которая на самом деле она холодная страна. Ir aš žinau, kad Dievas būtinai pasakė man ją važiuoti. И я знаю, что Бог сказал обязательно ехать туда. Ir aš galvoju, kad turi būti ateit kažkoks balansas, atsvara. И я думаю, наверное, должен какой-то баланс прийти, противовес. Ir va aš ruošiausi tam tikram tokiam va narčiam Dievui, surovam. И я, вот готовилась к такому суровому Богу. Ir aš pamačiau ten taip tą pusę Dievo. И да, я увидела там эту сторону Бога. Bet tai buvo taip mažai ir taip trumpai. И это было так мало и коротко. Bet aš ką kitą noriu pasakyti. Но хочу сказать другое. Žinot, tai buvo praktiškai žmogaus nepaliesta žemė. Это земля, которая была почти что нетронутая человеком. Ir ten kiekvienam tavo žvilgsnį, И там, в каждом твоем взгляде, žinai, kai tu vaikštai, aš daug keliauju. я много вообще-то путешествую. Ir tu daug kur matai, здесь был Вася. И много ты где находишь, что написано, здесь был Вася. Štai va ten kiekvienam žvilgsnį buvo parašyta, čia buvo Dievas. А там в каждом месте было написано, здесь был Бог. Suprantat, aš prieš tai esu buvus Izraelyje. И перед этим я была в Израиле тоже. Ir ten irgi daugelį vietų buvo yra parašyta, čia buvo Dievas. И там тоже на многих местах написано, что здесь был Бог. Bet kažkodėl Dievo ten nėra. Но почему-то Бога там нету. Aš pasakysiu, Islandijoje Dievo irgi nėra. И я скажу, что в Исландии тоже Бога нету. Ta prasme, jis ten buvo. Смысл в том, что Он там был. Bet ten aš pagalvojau vieną labai svarbų dalyką. Но я поймала там одну очень важную вещь. Dievas į šitą žemę ateina tik dėl vienos priežasties. Бог на эту землю приходит только из-за одной причины. Ir tai yra žmogus. Это человек. Niekas kito. Ничто другое. Jokia istorija. Никакая история. Jokia gamta. Никакая природа. Jo niekas neužkabina. Его ничто не может затронуть. Visa tai yra užsukta tik dėl žmogaus. Все закручено только из-за человека. Jeigu ten yra žmogus, Если там есть человек, ten liesi Dievo malonė. то туда будет изливаться Божья благодать. Ir kuo aplink rušiau, И чем вокруг более сурово, tuo labiau ta malonė liejasi. тем более благодать изливается. Štai tą aš ten ir pamačiau. И именно это я там увидела. Žinot, aš tiek maldų meldžiausi, Dieve, leis man pamatyti tavo akimis. И я столько раз молилась, Бог, позволь мне увидеть твоими глазами. Ir ten atėjo atsakymas, И там пришел ответ. pamatyk žmogų. Увидь человека. Ir tu matysi mano akimis. И ты увидишь моими глазами. Neprabudimą matyk. Не пробуждение увидь. Žmonės. Людей увидь. Suprantat, mes kartais užsisukam kažkokiuose tokiuose abstrakčiuose dalykuose. Мы часто закручиваемся в каких-то абстрактных вещах. Svarbu laikus kažkokius pamatyti. Важно увидеть какие-то времена, Kažkokius terminus, какие-то термины, kažkokius planus. планы.
Taip, visą tai svarbu pamatyti. Да, это очень важно увидеть. Bet tu supras, kad viskas sukosi aplink žmogų. Но пойми, что все крутится вокруг человека. Dievą domina žmogus. Бога интересует человек. Laikai keičiasi dėl mūsų. Времена меняются из-за нас. Ir aš pasakysiu, šiandien tam tikra prasme laikas yra pristabdytas. И сегодня я вам скажу, что в каком-то смысле время приостановлено. Tam, kad kai kurie galėtų pasivyti. Для того, чтобы некоторые могли догнать. Realiai ieškok tų sričių, kuriuose tau reikia dar pasivyti. На самом деле, ищи эти сферы, которые тебе нужно догнать. Ieškok tų apreiškimų, kuriuos tau dar reikia gauti. Ищи тех откровений, которые тебе нужно догнать. Nes Dievas tavęs laukia. Потому что Бог тебя ждет. Kažkas gal laukia ir manęs. Кто-то, может, ждет и меня. Kažkas dar aukščiau irgi lygiai taip pat yra pristabdytas. Что-то, может быть, вверху приостановлено также и для меня. Nes tai yra ta malonė, kuri mums dar išlieta. Потому что это та благодать, которая нам излита. Kol dar Dievas nenusipurtė dulkių, Пока Бог не отряхнул пыль, tu turi laiko. ты имеешь время. Realiai turim. Ты реально имеешь. Bet prie to reikia dirbti. Но над этим надо работать. Aš tau pasakysiu, laukimo laikas yra pats sunkiausias laikas. Скажу, что время ожидания – это самое трудное время. Didžiausias nesąmonės Dievo tauta padarė laukdama. Самые большие плохие вещи Божий народ совершил, когда ожидал Бога. Taip mums pristigsta kantrybės pamatyti tą naują, ką Dievas paruošė. Да, нам будет не хватать этого терпения, чтобы увидеть то новое, что Бог приготовил. Bet suprask, laukimas yra lygiai toks pats aktyvus laikas. Но пойми, что ожидание – это точно такое же активное время. Pas Dievą statikos nėra. У Бога нет статичности. Ugnies tulpas, jeigu stovi, Если столб огня стоит, visi stovim. все стоят. Bet tai nereiškia, kad Dievas nejuda. Но это не значит, что Бог не движется. Ne, jisai stovi. Он стоит. Tai yra veiksmas. Это действие. Dievas veikia. Бог действует. Jisai stovi. Он стоит. Ir šiandien tu stovi. И сегодня ты стоишь. Tu veiki. Ты действуешь. Žiūrėk, koks laikas tau. Смотри, какое время для тебя. Noriu pabaigti vieną dar rašto vietą. Хочу закончить одним местом Писания. Tai viena iš rašto vietų, kuri man pirmiausia apsišvietė kitoj šviesoj. Это место, которое прежде всего открылось мне в другом свете. Nu, atsimena tą, ieškosiu, nerandu. Kur sako, su besidžiaugiančiais džiaukitės, su verkiančiais verkite. Где сказано, что с радующимися радуйтесь, с плачущими плачьте. Aš sakysiu, šita rašto vieta yra antiek iškraipyta. Я скажу вам, что это место Писания настолько извращено, Jinai pavertė krikščionius kažkokiais bestuburiais. оно превратило в христиан в каких-то беспозвоночных. Tu jau pats nežinai, ką tu jauti, Ты уже сам не знаешь, что ты чувствуешь, kuo tu gyveni, чем ты живешь. nes juk tau reiks su tais, kurie verkia verkt, Потому что тебе надо плакать с теми, которые плачут, ir su tais, kurie džiaugiasi džiaugtis. а с теми, которые радуются, радоваться. Ir tu toks kaip durnelis džiaugies, nors jokio džiaugsmo širdį. И ты как дурачок такой радуешься, хоть радости в сердце никакой не имеешь. O jau verktai pas mus Lietuvoje gali dieną naktį non-stop. А уже плакать, так у нас в Литве можешь день и ночь нон-стоп. Nu, žodžiu, Dievo žodį vykdai 100%. И ты Слово Божье исполняешь на все 100%. O aš tau pasakysiu, kiek dar tame visame yra tokio, žinai, kaip sakyt, iškreipto mokymo apie visokį atjautą. И когда еще тут еще есть такое извращенное учение, что такое атеута? Сочувствие, Apie jautrumą sielos. о чувствительности души. Nu, žmogus svarbu, reikia žmogų turi žiūrėti. Ну, надо смотреть на человека, это важно. Žinot, ką man Dievas pasakė, kas liečia šitą vietą? И знаете, что Бог сказал вот об этом месте Писания? Kai aš pakeliu raudotojus Когда я поднимаю плачущих už savo tautą, už savo žemę, за свою землю, за свой народ, va su jais raudok. вот с ними плачь. Kai aš pakeliu džiaugsmą savo tautoj, Когда я поднимаю радость в своем народе, tai būk tas besidžiaugiantis, тогда будь радующимся, kuris paimsi tą džiaugsmą viskas.
который возьмет всю эту радость. Kas pasakė, kad tai ne tu tas, kuris džiaugiasi? Кто сказал, что это не ты, тот, который радуется? Kodėl tu visada tapatini save su tuo, kuris turi su kažkuo džiaugtis ar verkti? Почему ты должен себя отождествлять с тем, который должен с кем-то радоваться или плакать? Tu paimk visus į jo džiaugsmą. Ты всех возьми в его радость. Kaip Jėzus atėjo ir įsivedė visus į savo džiaugsmą. Как Иисус, Он всех взял и ввел в радость, в свою радость. Tu karalystė, Ты царство, tau tai duota. тебе это дано. Pasiimki džiaugsmą. Возьми в радость. Aišku, pirmą reikia turėti. Сначала надо иметь, конечно. Amen. Амен. Tai va, gal taip šiek tiek išmėtytai. Ну, вроде бы так как бы разбросано. Bet iš tiesų tai yra tie dalykai, kurie šiandien dega mano širdį, И это те вещи, которые сегодня горят в моем сердце, kuriais aš norėjau pasidalinti su savo šeima. и которыми я хотела поделиться со своей семьей. Aš žinau, kai kurie dalykai turėjo nuskambėti dvasiniam pasaulyje. И я знаю, что некоторые вещи должны были прозвучать в духовном мире, Tiesiog, kad jie legalizuotųsi. чтобы они легализовались. Tai yra, mes žinome Dievę, И мы знаем, Бог, kad tu šiandien vaikštai savo tautoje что ты ходишь среди своего народа, ir kad tavo žodis šiandien skamba mūsų namuose, и что твое слово звучит сегодня в доме, nes tai yra tikroji sūnaus identifikacija. потому что это истинная идентификация сыновей. Jeigu tu sūnus, Если ты сын, šiandien per tave turi priartėti Dievo karalystė. то сегодня через тебя должно приблизиться Царство Ir Божье. tada, kai šitą žodį tu priimsi savo širdį, И тогда, когда ты примешь это слово в свое сердце, kai Dievo namai priims jį, когда Божий дом это примет, это слово, ateis ir misionieriškos Pauliaus kelionės, тогда придут и миссионерские путешествия Павла, ateis žemės veido pakeitimai. и придут изменения лица земли. Amen. Амен. Bet viskas prasideda nuo Dievo namų. Но все начинается с Дома Божьего. Amen. Амен. Музыканты на сцену. Давайте, пока музыканты собираются, это время пусть будет для жертвы. Tegul šitas laikas, kol renkasi muzikantai, būna skirtas aukai. Воистину, Царство Божье – это ты. Iš tiesų, Dievo karalystė esi tu. И позволь двигаться Царству Божьему через тебя. Ir leis Dievo karalystė judėti per tave. Все, что ты имеешь, Visa tai, ką tu turi. все, чем ты располагаешь, Visa tai, kas yra tavyje. оно несет Царство. Neša karalystę. Все, к чему твоя рука прикасалась, Visa tai, prie ko prisiliečia tavo ranka. все, что ты произвел в этот мир, Visa tai, kad tu išlaisvinai iš оно tavo pasaulio. несет в себе код ДНК Царства. Neša savyje karalystės DNR. Точно так же и финансы твои. Lygiai taip pat ir finansai. Поэтому позволь Царству двигаться. Todėl leisk karalystė judėti. Позволь ему работать. Leisk ją И veikti. поэтому приноси эти жертвы. Neš šitas aukas. Потому что твои жертвы — это не просто деньги. Nes tavo aukos ne šiaip pinigai. Это не просто милостыня. Ne šiaip kažkokia tais Это atnaša. то, что заряжено энергией Бога. Tai yra tai, kas užkrauta Dievo energetika. Это то, что призвано также выполнять очень мощную работу. Kas yra pašaukta atlikti labai didelį darbą. Поэтому делай это с радостью, Daryk tai su džiaugsmu. как Сын Божий, Kaip Dievo sūnus, который участвует в работе Бога, kuris dalyvauja в Dievo работе darbe, Царства, karalystės darbe. как священник, который знает, что он взаимодействует с духовным миром. Kaip tas kunigas, kuris žino, kad jis bendradarbiauja su dvasiniu Твои pasauliu. финансы взаимодействуют с духовным миром. Tavo finansai bendradarbiauja su Потому dvasiniu что pasauliu. именно твои жертвы, твои десятины, Nes būtent tavo aukos ir они dešimtinės высвобождают финансовый прорыв. išlaisvina finansinį prasiveržimą. Открываются окна небесные. Atsiveržia dangaus vartai. Открываются каналы для благословений. Atsiveržia kanalai palaiminimams. Давайте будем молиться за эти деньги, Отец. Pasimelskim už tuos pinigus. Во имя Иисуса Христа. Tėve Jėzaus Kristus vardu. Пусть каждый цент, Tegul kiekvienas centas, пусть каждая купюра, kiekviena kupiūra они будут заряжены Твоей энергетикой. būna užkrauta tavo energetika. Пусть эти деньги выполняют то, для чего они именно были высвобождены. Tegul šitie pinigai atlieka tą darbą, kurį Если jie это buvo семя, skirti. то пусть он и произойдет 30, 60 и 100-кратный урожай. Jeigu siekla, tai tegul tai duoda savo derlių.
во имя Иисуса Христа. Jėzaus Kristos vardu. Пусть высвободится процветание, Te būna išlaisvintas пусть высвободятся ответы, klestėjimas, atsakymai, восполнение нужд. atsakymai Пусть poreikius. придут твои ответы Te ateina tavo atsakymai, во Dieve. имя Иисуса Христа. Jėzaus Kristos vardu. Аминь. Amen. Aš kviečiu visus iš tiesų ateiti į priekį. Noriu kažką pasakyti. Mane išversi. Realiai ateikime į priekį. Выходите вперед. И Mes Dievo namai. мы дом Бога. Mes jo tauta. Мы народ Бога. Mes norim, kad jis vaikščiotų mūsų tarpe. И мы хотим, чтобы Он гулял между нами. Kad jis aiškintų mums savo paslaptis. Чтобы Он открыл для нас свои тайны. Dalintųsi duoną. Чтобы Он преломил хлеб с нами. Jis dalyvautų visame kame. Чтобы Он участвовал в нашей жизни. Tiesiog leis tikėti. Просто позволь течь. Leis šventai dvasiai tikėti. Просто tave. позволь Духу Святому течь через тебя. Labai paprastai. Это просто. Leis jam pasiekti tavo širdį. Дай Ему достигнуть сердца твоего. Leis naujiems dalykams įeiti tave. Позволь этим новым вещам дотронуться до тебя. Nebijok. Не бойся. Ne tik kažkas gauna tai, kas nauja. Это не только для кого-то получить что-то новое. Tu gauni tai, kas nauja. Это для тебя. Это вкушать, это новое. Tu esi Dievo akiratyje. Ты есть в глазах Бога. Raštas sako, tavo sienos visada man, aš visada jas matau. И Бог говорит, я твои стены всегда вижу. Jos prieš mano akis. Ты перед моими глазами. Taip, tu. Это ты, тот, который перед глазами Бога. Это ты. Tu jo akiratyje. Ты перед глазами Бога. Tu jo fokuse. Ты его фокус. Jis nori priartėti per tave. Он хочет приблизиться через тебя. Просто начинай прославлять. Это прекрасная атмосфера дома Бога. Puikia atmosfera. Tiesiog šlovink. Просто начинай возвышать Его имя. Tiesiog kaukštink jo vardą. Взирай в Него. Žvelk į jį. Смотри на Него. Žiūrėk į jį. Благость Его изливается. Nes jo malonė liejasi šitoje vietoje. Это благость и милость Бога. Оно притягивает тебя. Оно Dievo открывает gerumas двери. ir jo malonė Тебе не нужно pritraukia ничего tave. делать. Ir atveria Благость duris. и милость Бога, она покрывает каждую душу, каждое сердце. Это новое время, новое помазание, это новые силы, новые откровения. Я говорю, церковь пробуждается, церковь принимает Слово Бога, церковь едина с Ним, церковь, которая ходит с Ним, церковь, которая открыта перед Ним. Новое время на это место, Sakau, naujas laikas šitoje vietoje. новое время, Kada Dievo žodis yra priimamas jo когда namuose. Слово Бога, оно принято, оно вкушено, оно взыщено. О, возвышено имя Твое, Бог, в этом народе. Возвышено имя Твое в наших устах. Возвышено имя Твое в этом народе. Пусть это не останавливается. Пусть это продолжает течь. Пусть это течение усиливается. Пусть это захватывает каждого.
Пусть здесь не закрываются двери ни днем, ни ночью. Пусть происходит поклонение. Пусть люди Амен. встречаются с Ним. Жаждущие сердца. Пусть открываются их сердца. Жаждущие сердца по Богу. Пусть люди оживаются здесь. Пусть Взывающие начинают жить уста. у Его ног. У Его ног. Место для Пусть твоя Бога. жизнь проходит не где-то там, Место для Бога. но именно у Его ног. Именно здесь, на этом месте, где течет река Его Царства, из Его дома, где атмосфера Его отцовства, где Отец принимает своих детей, где Он обнимает, где Он восстанавливает, исцеляет, где Он любит, где льется Его любовь, где Он обращается именно к тебе и говорит: «Я создал тебя, и я родил тебя, и поэтому ты мой, ты принадлежишь мне полностью, Благословение и на я этот дом. восстановлю тебя, Благословение и на я этот вдохну дом. в тебя, Благословение на и я этот дом. вдохну в тебя, Я благословляю эту этот жизнь. дом. Ты Благословение. отражение мое, Благословение. ты это я, ты Благословение. это я, ты это я, то, что во мне есть в тебе Благословение. от начала веков. И я задумал тебя, и я видел, как ты родился, и я ликовал, когда ты рождался. И я говорю: только ты, никто не займет моего места в моих глазах, ты единственный. Пусть это течет, пусть это течет. Ты драгоценность в Его руках. Благословение. Ты драгоценность. Благословение. Ты уникум. Ты Благословение. единственный в своем роде. Благословение. И я говорю: Благословение. единство с Ним Защита. открывает Защита, новое. радость, Нет мир. ничего Благословение невозможного с на Ним. это место. И я говорю: Благословение на новое. церковь. Новое. Благословение на людей. Новое. Благословение На это на место. церковь Бога. На эту землю. Благословение на Новое прославителей движение. Бога. Новая Благословение сила. на сердца. Новые На потоки сердца. На Его сердца. славы. Благословение. Благословение на это место. Открываются Благословение сердца. на Пусть на открываются церковь. сердца. Благословение. Пусть тот, кто Благословение коснется Богом. этого, Богом. пусть изменится Богом. навсегда. Пусть открытые сердца для Его желаний. О, я говорю благословение. Сильнейшее благословение. Богом. Присутствием, присутствием, помазанием, откровением, Я говорю, благословение доступность на всех эту этих церковь, вещей. благословение на эти Я люди, говорю, на эти доступность сердца, Царства Его благословение, на протяжении благословение. руки. Я Я благословляю, говорю, доступность благословляю, Царства Его. благословляю Доступность уста, Царства Его. сердца, Реальность уши, Его. глаза, На это благословение место. Царством, Пусть ходит, Царством, пусть Царством, потоками идет. Царством, И распространяется на благословение. этой земле. Пусть открывается сердца, чтобы принять это, чтобы принимать его. Благословение. Я говорю: твое, это место твое, Благословение Отца. это место Благословение твое, священника. это дом твой, Благословение это Бога. дом твой, Благословение это Бога. дом твой, Бога. это дом твой. Ты нужен нам. Что не остановит это, пусть это течет, пусть продолжает течь, пусть захватывает каждого, пусть погружает каждого в Его присутствие, в Его близость, в Его полноту. Naujos akis, Я kad говорю, новое. regėti, Я говорю, naujos новое. ausis, kad То, что girdėti, открывается новое, nauja širdis, kad абсолютно atsakyti, новое. kad priimti, kad suprasti, Все старое išvysti. прошло. Aš sakau, viskas nauja, 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 Еще больше, nauja, еще nauja, больше. nauja, Еще больше, Бог. naujas patepimas, naujas aliejus, naujas palaiminimas, Новое отношение. šviežias Новые aliejus, отношения.
Aš sakau, šviežias aliejus, patempantis tave, patepantis tave, patepantis tave, patepantis tave. Dievo karalystės skelbimui, tu jo mylimas sūnus, tave jis išsirinko, tu jo mylimas sūnus, tave išsirinko, ant tavęs yra jo palankumas, jis patepė tave skelbti gerąją naujieną vargdienėms, jis patepė tave, kad judėtum šitoj tautoj ir sakytum, Dievo karalystė prisiartino, jie 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 realiai prisiartino, jie realiai prisiartino, jie arti tavo širdyje, tavo lūpose, jie arti tavęs, tavo viduje, tavo viduje, tavo viduje, tai arti, 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 arti. Tai tiek arti, kad tai esi tu, tai tiek arti, kad tai esi tu. Еще больше, не останавливайся, еще больше, еще больше.
mnie. Jego carstwa во мне. Его царство во мне. Его царство во мне. Его царство во мне. Его царство во мне. Așteaptă dirba! Așteaptă dirba! Idirk mane! Idirk mane! Halleluja! Kad tavo žodis pasiliktų manyje! Kad žodis pasiliktų manyje! Aš tavo dirba! Pakok mane! Dirbk su manim, aš tavo dirba! Kad aš pasidauginčiau! Kad tas žodis atliktų darbą manyje! Tas žodis veikia manyje! Jis keičia mane! Jis veda mane! Iš šlovės į šlovę! Tepasidaugina tavo karalystė! Tepasidaugina! Viskas aplinkui rūksta! Žodis yra skirtas tam, kad atliktų darbą! Mano širdis priklauso tau! Savaja! Его царство во мне. Его царство во мне. Его царство во мне. Halleluja. Halleluja. Знаете, lietuviškai pasakysiu. Vienas didžiausių apreiškimų po visų šitų Pyterių intensyvaus laiko yra tai, kad pradedant kalbėti apie dangaus karalystę, vieno tarnavimo nebeužtenka. Tai tempia vienas kitą ir gaunasi, kad reikia 3-4 šlovinimų, reikia 3-4 pamokslų, nes norisi dar ir to sustabdyti darosi nebeįmanoma. Ir atrodo, galėtumėm sėdėti čia šiandieną iki vakaro, rytoj iki vakaro, poryt iki vakaro ir kalbėti tikrai būtų ką, nes tai liejasi. Kuo daugiau apie tai kalbi, tuo labiau tai liejasi. Kuo daugiau taip apie tai šauki, tuo daugiau tai įgauna apsisukimus, įgauna gylius, įgauna troškimą, tuo užsikrečia vis daugiau žmonių ir kuo didesnė bendruomenė, kuo didesnė bažnyčia tai apima, kuo daugiau degančių atsiranda, ta ugnis vis stiprėja ir dega ir norisi tai daryti kiekvieną dieną ir nesinori daugiau nieko, tik sėdėti su bendraminčiais, sėdėti su draugais, būti draugų tarpe, dalintis Dievu, pasakoti dangaus karalystę, pasakoti neįtikėtinus dalykus, pasakoti apie išgydytą širdį, atstatytus gyvenimus, parodytą Dievo šlovę ir jo meilę. Ir man gaila pasakyti, kad viskas baigėsi ir kad mes susitiksim tik penktadienį. Šiandien baigėsi. Todėl, kad norėtųsi su jumis dar praleisti ne vieną valandą ir pasidalinti ir išgirsti iš jūsų. Ir mes tikimės, kad ir išgirsime. Todėl laukiame penktadienį jūsų, kad išgirstume jūsų balsus, jūsų maldas. Jūs mums reikalingi, mes be jūsų niekas, jūs bažnyčia, mes jūs mylime, Dievas jūs myli, laiminam jūs gerai savaitai. Dievas su jumis. Ir labai noriu pasakyti ačiū Jurgai už labai gerą žodį, labai brandų žodį, stiprų ir tikrai jėga.
Ir